Добрый вечер. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек-Шара, в студии Алиса Шамба. В начале выпуска коротко о главном. Долгожданное событие. В селе Баслах после ремонта открылась школа. В поддержку Руслана Гвашева сразу на 2 площадках в Сухуми обсуждалась ситуация вокруг известного общественного деятеля. 5-й международный молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной». После капитального ремонта сегодня в Баславской средней школе начались занятия. С этим знаменательным событием учащихся и учителей школы поздравил президент Рауль Хаджимба. Ирина Аршба расскажет подробности. Новый учебный год в Баслахской средней школе начался с опозданием почти на месяц. Связано это было с тем, что в школе шел капитальный ремонт. Общая сумма затраченных средств составляет 2 300 000 рублей. И, что немаловажно, средства выделены из районного бюджета. В первый день начала учебного года, чтобы поздравить учащихся, учителей и сельчан с этим знаменательным событием, в Баслах приехал Рауль Хаджимба. Перед торжественной линейкой президент и глава администрации Чемчурского района Хрепс Джапоа, учителя и учащиеся школы возложили цветы к памятной доске, посвященной погибшим выпускникам школы села Баслах. Празднично украшенная школа встречает своих учащихся и высоких гостей. Звучит государственный гимн, поднимается флаг, и после праздничной программы звенит первый звонок. Рауль Хаджимба и руководство района осмотрели классы отремонтированной школы. Увиденным остались довольны. Школа – это главное звено в подрастающий период нашей молодежи. И для того, чтобы дети были образованными, были бы осведомлены о всех тех процессах, которые важны для любого человека. Тем более, когда мы строим молодое государство. Сделано качественно, исходя из тех возможностей, которые были у государства. Это не деньги инвестпрограммы, это деньги самого государства, района, которые взяли на себя такую меру ответственности, чтобы привести школу в порядок. Я думаю, что так нужно поступать многим руководителям района. Баслахская средняя школа имени Чичико Хибба была построена в 1965 году, и с тех пор здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Крыша протекала, с потолков и стен обваливалась штукатурка, в некоторых классах и коридоре сгнили полы. В течение месяца с небольшим здесь была полностью отремонтирована кровля, приведены в порядок классные помещения. Сгнившие части полов заменены на новые, а поврежденные оконные проемы остеклены. Без преувеличения, сегодня особенный день для всех жителей села. 75 школьников теперь будут учиться в комфортных условиях, постигая азы знаний. Ирина Аршба, Абхазское телевидение. 27 сентября, в день освобождения столицы Абхазии от войск Госсовета Грузии, администрация Сухума подготовила памятные и праздничные мероприятия. В 10 часов начнется церемония возложения цветов к мемориалу в Парке Славы и городской конкурс рисунков на асфальте на набережной Махаджиров. С 16 часов в парке имени Баграта Шинкуба запланированы спортивные и развлекательные мероприятия. В 17:30 стартует автопробег к мемориалу Ардзенба и памятнику в парке боевой славы. А в 20 часов у колоннады на набережной Махаджиров начнется праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады. Кроме того, с сегодняшнего дня по 30 сентября для школьников проводятся экскурсии в музей боевой славы. Представители делегации Кавказских Федераций Турции прибыли в Сухум, чтобы вместе с народом Абхазии отметить 24-летнюю годовщину победы в Отечественной войне. Сегодня членов делегации принимали в Госкомитете по репатриации. На встрече обсуждались вопросы сохранения языка, культуры абхазского народа и дальнейшее взаимодействие с Кавказскими Федерациями Турции. Как сообщили нам в Государственном комитете по репатриации, планируется подписать соглашение о совместной работе Кавфеда и Госкомитета. Завтра, 26 сентября, в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоится 3-й цикл вечеров, посвященных Владиславу Ардзенба. Владислав вчера, сегодня, завтра. Приглашены многочисленные гости из России и Турции. Проект проводится совместно Фондом первого президента и Государственным комитетом по репатриации. Хочу пригласить всех желающих посетить это наше мероприятие, посвященное нашему первому президенту, посвященное Дню Победы. Здесь будут очень редчайшие кадры,
который практически, возможно, кроме тех, кто снимал в то время, наверное, больше никто и не видел. Далее мы планируем провести встречи наших Владиславов, то есть всех наших детишек с именем Владислав, а само слово, оно очень звучащее слово, чтобы вы знали, человек, владеющий славой. Вот именно Владислав наш был и есть таким человеком, человек, который владеет славой. И эта слава останется на долгие-долгие годы. Приглашаю всех на эту интересную встречу. Систематизированный сбор информации об инвестиционном потенциале нашей страны и предоставление инвесторам наглядных механизмов реализации проектов. Таков главный посыл Государственного инвестиционного агентства Абхазии, запустившего работу собственного сайта. Структура создана при Министерстве экономики Республики для установления прямого диалога между государством и частным капиталом. Агентство оказывает помощь инвесторам по принципу одного окна. Все это сделано для того, чтобы инвестор без посредников взаимодействовал с органами государственного управления Абхазии. Как работает агентство эти 2 года и сколько проектов удалось реализовать, расскажет Низ Фаршба. Быстрая, адекватная реакция на инвестиционные предложения, а также контроль по их воплощению в жизнь внутри нашей страны. Государственное инвестиционное агентство занимается не только оформлением документов, поиском отвечающих всем требованиям инвестора объектов, но и сопровождает юридически все сделки. Помимо оформления, специалисты собирают всю подробную информацию по стоимости не только объекта, но и всевозможных коммуникаций. Одним словом, инвестор еще до принятия окончательного решения будет обладать всей информацией о предстоящих вложениях. Есть такая программа, наверное, они уже много говорили, 1 200 000 называется. Вот. Эта программа подразумевает поддержку инвестиционных проектов в Республике Абхазия российскими банками, 3 крупными российскими банками в виде льготной процентной ставки. Помимо того, что у нас есть субсидиальная поддержка экспорта, мы хотим контрактами людям помогать. То есть хотим экспортерам мелким и средним помогать добиваться попадания на полку. Достаточно современный для нашей страны официальный интернет-ресурс, который агентство запустило всего 10 дней назад, также поможет инвесторам получить информацию об экономике Абхазии, существующих государственных программах. Получить консультацию специалиста можно будет в течение 24 часов. У нас была недавно утверждена программа поддержки экспортеров, и сайт будет принимать заявки. Кстати, это тоже надо отметить, очень важно, потому что мы в Абхазии говорим о переходе на МФЦ, на многофункциональные центры. Вот. И наш сайт будет такой первым шагом к этому, потому что мы на сайте будем принимать заявки, онлайн заполненные заявки с онлайн-подписью на принятие на проекты по поддержке экспорту. Программа поддержки инвестпроектов финансируется через Министерство по делам Северного Кавказа в рамках инвестпрограммы. Каждый год на эти цели закладывается 100 миллионов рублей. Свой проект может подать любой абхазский бизнесмен. Отчет по проектам в Минкавказа агентство предоставляет еженедельно. Причем прикладывается не только письменный, но и фотоматериал. Это более индивидуальная работа с инвестором. То есть мы к инвестору относимся к инвестору более индивидуально. Что государственные учреждения, в смысле я имею в виду, государственные министерства не могут рассказать, показать инвестору, мы это можем делать. Вот у нас бывало даже, мы выезжали на объекты с инвестором, по болотам ходили с инвестором, показывали ему графически, где его объект можно будет построить. На данный момент при помощи агентства осуществлено 5 проектов. Один из них – абхазские сады производства джемов. Завод в селе Ородо-Чемчерского района уже запущен. 2 следующих – Зодиак и Кындыгагра – запускаются в ближайшие месяцы. А вот Гранд-отель Сухум и Сухумская ривьера пока на стадии строительства. Есть проекты, которые наше инвестиционное агентство одобряет. Есть и отказы. Программа подразумевает 3-стороннюю поддержку. Там поддержка, по факту поддержка того человека, кто хочет экспортировать, то есть финансовая поддержка субсидиальная. 2-я поддержка оказывается поездками совместными на выставки, оплачиваются частично затраты на поездки в выставках. И 3-я поддержка – это мы оплачиваем сертификацию. В агентстве пока работают 3 специалиста. Каждый из них курирует свое направление. Главная задача организации – привлечение инвестиций в нашу страну, содействие защите прав и законных интересов инвесторов. Именно потому структура создана при Министерстве экономики. Низ Фаршба, Стамур Гошба, Абхазское телевидение.
В Арс Мира состоялась пресс-конференция Давида Досаня, Дмитрия Габелия, Беслана Адлиба, членов инициативной группы в поддержку известного в Абхазии общественного деятеля Руслана Гвашева. Они рассказали о дальнейших шагах и о мероприятиях, которые планируется провести в ближайшие дни. Подробности в материале Рената Шакая. 2 июня Лазаревский районный суд города Сочи признал бывшего председателя Совета старейшин черкесов Шапсугов Руслана Гвашева виновным в организации несогласованной акции у тюльпанового дерева в поселке Головинка. На священном для черкесов месте традиционно собралось около 300 человек, которые каждый год приезжают из разных городов России, чтобы провести молебен и почтить память предков. В знак протеста против решения суда 67-летний Руслан Гвашев 11 сентября объявил бессрочную голодовку. Краснодарский край находится в составе ЮФО. ЮФО в составе Российской Федерации. И 21 мая, когда в Республике Адыгея, в Карачаево-Черкесской республике, а также в Кабардино-Балкарской республике на официальном уровне с участием глав этих регионов Российской Федерации проходят памятные мероприятия, когда в этот день приезжают на Северный Кавказ многочисленные гости из Турции, Сирии, Иордании, Германии, Америки и других стран, там, где черкесы живут. И почему этот день не может быть памятным, когда там, вот в этих 3 республиках, о которых я сказал, там даже объявлен нерабочий день. А в Краснодарском крае другие порядки. На днях абхазская делегация из 12 человек побывала в ауле Большой Кичмай, где проживает Руслан Гвашев, чтобы поддержать его и уговорить прекратить голодовку. Но усилия оказались напрасными. Единственное, что смогли сделать члены делегации, они уговорили Руслана Гвашева принимать лекарства, так как у него слабое здоровье. Ранее стало известно о телефонном разговоре президента Абхазии с Русланом Гвашевым, в ходе которого Рауль Хаджимба приглашал его в Абхазию, чтобы поправить здоровье. Заслуги Руслана Гвашева перед народом Абхазии невозможно переоценить. Он один из инициаторов создания Конфедерации горских народов Кавказа, возглавлял штаб конфедерации во время Отечественной войны народа Абхазии, гражданин Республики Абхазия и кавалер ордена Ахтзапша 3-й степени и ордена Леона. Там, находясь, мы упросили нашего брата начать принимать лекарства. О состоянии его здоровья, я думаю, надеюсь, вы знаете из средств массовой информации. Человек, 3 получивший инсульт, 1 раз получивший инфаркт, 5 раз оперированный, потерявший ногу и с шунтированным сердцем. А после шунтирования обязательно нужно употреблять те лекарства, которые помогают сохраниться этим шунтам. Вот. И после возвращения мы затем, наши представители вышли на руководство Абхазии, были контакты. Сегодня мы встречались со спикером парламента. Хаджимба Рауль Чункович имел многочасовые, можно сказать, беседы по телефону с Русланом Гвашевым. Сейчас выезжает, насколько мне известно, группа, посланная президентом к Гвашеву. Это Владимир Зонтария и Валерий Шалович-Арш. Участники пресс-конференции сообщили, что намерены провести в Сухуми акцию в поддержку Руслана Гвашева. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Ситуацию, связанную с Русланом Гвашевым, обсуждали сегодня и в Общественной палате. Там готовят обращение в Общественную палату России, Краснодарского края и республик Северного Кавказа. На заседании помимо представителей Общественной палаты присутствовали и члены инициативной группы, которая недавно побывала в ауле Большой Кичмай, где проживает Руслан Гвашев. Если Гвашев сегодня сломается вообще все это движение, дать шапсугам статус коренного населения. Один из требований Гвашева как раз таки в этом и заключается. То оскорбление, которое нанесли ему, потому что это происходило действительно в очень некрасивой форме. Действительно, каждый год этот человек проводит там этот молебень. Но почему-то именно вот сейчас вот решили, что вот именно молебень, который он провел, считается антиконституционным.
Участники встречи отмечали, что общественности Абхазии необходимо действовать на всех уровнях и всячески оказывать Руслану Гвашеву поддержку. А мы, Общественная палата, мне кажется, мы можем обратиться в Общественную палату России, правозащитные, да, и в Российской Федерации Краснодарского края, правозащитные организации с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и не допустить произвол. И мы также можем обратиться к адвокатам. У нас есть вообще организация «Абхазская адвокатура». Также пусть докажут гражданину Абхазии, гражданину Российской Федерации, Руслану Гвашеву юридическую помощь. Вот что мы должны делать. Учитывая все высказанные мнения, было принято решение создать рабочую группу в составе секретаря Общественной палаты Нателлы Акаба, членов Общественной палаты Руслана Хашига и Лианы Кварчелия, которые займутся составлением заявления. Общественная палата тоже не может остаться в стороне, и мы будем делать заявление и обратимся с этим заявлением в Общественную палату Российской Федерации, а также в Общественные палаты Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Республики Адыгея. Так что мы выразим свое отношение, и нужно принимать очень решительные меры, чтобы не допустить усугубления этой ситуации и усиления этих таких негативных тенденций. По мнению членов Общественной палаты Абхазии, в решении подобных вопросов важную роль может сыграть Институт гражданского общества, чем и является Общественная палата. Но для этого нужно выработать консолидированную позицию. На Алакове, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. 5-й международный молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной» состоялся в Национальной библиотеке имени Ивана Попаскер. В рамках фестиваля были организованы 11 тематических площадок, представляющих различные сферы культуры и искусства, народного творчества. Наш корреспондент Алика Трапш побывала на фестивале. Международный молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной» стал традиционным знаменательным событием в культурной и общественной жизни Абхазии. Особенностью нынешнего 5-го юбилейного фестиваля является изменение места его проведения. В связи с завершением реконструкции здания Национальной библиотеки было решено провести основные мероприятия фестиваля непосредственно в самом здании и прилегающей к нему территории. Миссия работников библиотеки, она очень сложная, но в то же время очень важная. Мы много говорим о том, что надо повышать уровень культуры, уровень образования без библиотеки это практически невозможно. Поэтому еще раз хочу поблагодарить вас всех, кто участвовал в организации такого замечательного мероприятия. И мы надеемся, что наши библиотеки, как и сегодня, будут таким активным местом культурного досуга. Молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной» собрал немало творческих коллективов со всех районов Абхазии, а также гостей из Москвы, Адыгеи и Краснодарского края. Главная цель фестиваля – популяризация чтения среди молодежи, а также популяризация библиотеки как места интеллектуального развития. Все работают только для одного – дать нужную книгу, чтобы дети читали тексты. Текст человека образовывает, делает его классически мыслящим человеком. На арт-фестивале были представлены 11 тематических площадок, представляющих различные сферы культуры, искусства, народного ремесла. Вот эти игрушки сшили своими руками воспитанники Сухумского лицея-интерната. Картины тоже вышиты бисером вручную. А на этой площадке представлены уникальные экспонаты Абхазского государственного музея и литературного музея имени Дмитрия Гулия. Гости фестиваля имели возможность узнать о событиях Отечественной войны народа Абхазии, ознакомившись с экспозициями Государственного музея боевой славы имени Владислава Ардзенба и Музея боевой славы села Ишера. На арт-фестивале были представлены немало предметов национального ремесла. Пожалуй, одним из древних является эта колыбель, сделанная из бука. Ей уже более 300 лет. В ней укачивали не одно поколение фамилии Амичба из села Джгерда. Также здесь были представлены старый чугунный утюг, колокольчик для домашнего скота, женское седло и различные старинные кувшины. Все эти уникальные экспонаты уже много лет бережно хранит работник библиотеки села Джгерда Лилик Варанзе. А на одной из площадок арт-фестиваля любой желающий мог воспользоваться услугами парикмахера. Эта благотворительная акция направлена в помощь детям, чьи родители находятся в местах лишения свободы. На фестивале мы просто предоставляем свою работу. Нас пригласил
директор библиотеки. Мы установили здесь столик и бесплатно стригем каждого человека и рассказываем о той работе, которую мы проводим здесь. И как бы говорим о том, что если у них есть сердце расположено к помощи этим людям, мы готовы с ними сотрудничать. В рамках фестиваля состоялся показ мод, конкурс чтецов и мастер-класс по шахматам. Одним из главных принципов фестиваля является открытость и доступность. В нем мог принять участие каждый желающий, любой творческий коллектив. Мы очень довольны фестивалем, нам тут так все понравилось. В особенности выставка, которая прошла, особенно Ишерской школы, получается, мы очень довольны, нам все понравилось. Будем надеяться, что такие фестивали будут еще и в ближайшее время. Организаторы международного арт-фестиваля «Прогулка по набережной» в будущем году планируют реализовать в его рамках ряд новых проектов, а также расширить число участников и гостей. Алика Трапш, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. В Гудауте завершился юношеский турнир по вольной борьбе памяти погибших борцов в Отечественной войне народа Абхазии. На нынешнем 20-м юбилейном турнире помимо абхазских борцов принимали участие спортсмены из Краснодарского края и Кабардино-Балкарии. В 8 из 16 весовых категорий победителями стали абхазские борцы. Это представители Туарчала, Иналтания и Леон Кварчия, гудаутцы Данил Пиля, Али Маргуна и Шамиль Таня, столичные спортсмены Эдуард Турчуков и Саид Джинджи. Особо отличились сочинцы, завоевавшие 4 первых места, 3 из которых достались ученикам мастера спорта международного класса, воспитанника Абхазской школы борьбы Эгия Мусаяна. В Абхазии такие традиции. Вообще я считаю в Абхазии, что один из сильнейших школ, как Северный Кавказ, так и здесь в Абхазии, очень перспективные дети. Вот это говорится о том, что вот недавно чемпионом мира стал мальчик с Абхазии. Наши дети опыт набирают. И большой сдвиг идет, когда часто выезжают дети на соревнования. И здесь один из таких мест в Абхазии, что если бороться, чтобы опыт набирать, надо на этих турнирах участвовать. За это мы приезжаем. А результатами нынешнего турнира, как тренер, как наставник, ты доволен? Да, здесь 3 мальчика стали мои, выиграли первое место. Сын боролся, но сын проиграл. Но бывает, без проигрыша не становится чемпионом. Я не могу пропускать эти турниры, потому что на этих турнирах сам я вырос. Вот наш Денис Царгус, знаменитый наш легендарный борец, тоже на этих турнирах росли. Ну и в конце выпуска прогноз погоды. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 19-21, днем 28-30 тепла. Температура морской воды плюс 24. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.